Всем привет, с вами Александр Бобков, и сегодня у нас на обзоре ВАЗ-21099, или как проще назвать, просто тазик, короче. Вот, ну вот, короче, экстерьер вот такой вот, 80-х годов. Все вот такое, вот как будто брали топором, рубили металл. Посмотрите еще зазоры, это самое прикольное. Вот сюда можно засунуть палец почти, вот я залез мизинцем, можно вот так взять, залезть сюда, вот тут, вот тут. Это очень клево, это придает элегантности, на самом деле. Теперь давайте пройдем посмотрим спереди. И фонари просто шокируют взгляд. У меня сразу начинает проявляться чувство достоинства, наверное, не знаю. Короче, это не важно все. Экстерьер мы потом посмотрим. Давайте посмотрим, самое главное, двигатель. Короче, вот он двигатель. 1,5-литровый 8-клапанный инжекторный мотор. У нас как бы в городе на Дальнем Востоке таких машин мало именно с таким двигателем. Все любят японский автопром. И это такой уникальный автомобиль. Ой, короче, 80 лошадиных сил, 78 даже по паспорту. Короче, двигателей хватает, так как весит на 940-970 килограмм. Вот, двигателя хватает, механическая коробка 5-ступенчатая. Тут пара понижена 3,9, тут пара стоит, короче. По тюнингу тут ничего не стоит, ничего такого нету, короче. По болезням, но тут просто можно перечислять вечно нахуй. Тут, блядь, может быть... Вот этот датчик, вот этот датчик, вот этот датчик может наебнуться. Все, что угодно может наебнуться. А особенно тут очень надежная система охлаждения. Она маловато. И мотор греется, когда даешь ему дрозда. Он любит нагреваться. Поэтому это такая штука. Ну тут я переделал. Вот такая вот у меня тут сопли есть. Такие веселые. Тут все, короче, как у карбюраторного датчика. Короче, это технический момент. Также вот видите, это шумоизоляция. Только нихуя, что она не хуярит, но это не важно. Короче, по классике жанра должна быть тонирована в круг и занижена. Но нет, наши дороги занижение это не вариант, и тонирование это тоже не вариант. Короче, что хочу сказать по подвеске. Подвеска здесь передняя Макферсон. Кстати, простая очень, что очень даже добавляет и ремонтопригодности, простоты. Можно все взять так. 3 ключа и молоток, и все, больше нихуя не надо, по идее. Короче, тут стоит 13-е диски. Ну, это родной размер. Вот. По просвету, сказать, дорожному, ну, достаточно высокое. Но есть слабое место. А слабое место у нас вот здесь. Здесь стоят, короче, крабы. Их, наверное, будет не видно, но, короче, ими можно зацеплять бордюры. Чуть-чуть зацепишь и можно сломать, порвать там и так далее. А еще хуже, можно лопнуть телевизор. Это, кстати, тоже не очень шибко хорошо. Вот. Задняя подвеска это вообще. Это я не знаю. Сзади, короче, балка. Без стабилизаторов, без ничего. Барабанные тормоза, единственный минус, что здесь находится. Это их менять, это целое дело. А так там только 2 сайлентблока и все. Больше ничего. То есть ремонт-пригодность на высоте. Что еще сказать? Что еще сказать? Ну, фонари это заменены. Понятно, то, что родные фонари это дерьмо дерьмом. Ни хера не светит. Багажник. А багажник здесь. Короче, эти торсион не держит, так что я буду держать его рукой. Также проклеены шумоизоляцией. И он очень большой, как видите. Лежит много хлама, но это обязательно. 2 чемодана инструментов это обязательно на российской машине. САП это классика жанра. Ну и всякая лабуда, короче. Даже есть, смотрите, есть, короче, морковка и свекла, ебаный в рот, только картошку возить, всякую такую дребедень. Вот. Ну, может, сюда еще что-нибудь засунуть, короче, и похуй. Ничего не нормально. Вот. Короче, по вместимости давайте посмотрим. А вместимость тут не очень хорошо. Вообще вот, то есть такой прикол, она вроде большая, а в салоне мало места. Смотрим сзади. Сзади дверь вот открывается вот так. Это максимум. Садимся назад. О, бля. И достаточно таки. Ну, здесь еще более-менее. А если сесть за мной, там места нет. Поэтому там стоит детское кресло. Вот. А так, для колен подголовников тоже нет. Можно падать головой об полку. Вот.
вылезать, кстати, тоже очень затруднительно. Ну, спереди места достаточно. Двери большие, ну, не восьмерочные, конечно, но большие. И места, в принципе, много. Вот, можно вообще развалиться. Упираешься, правда, в эту, но это отодвинуть, если отодвинуть сиденье назад, то за это вообще не сядешь. Вот, короче. Должен ехать вальяжно вот так. Короче, переходим к ходовым. Мотор мы завели, и вот мы трогаемся, короче. В общем, трогаться сейчас просто. Не как на классике. Сейчас нас, кстати, трое в салоне, поэтому динамика будет не очень. Потому что, когда машину нагружаешь, динамика не очень. Но можно проверить, если вы, конечно, хотите. Ну вот, на ходу что? Что первым делом мы замечаем? Это ебаная шумоизоляция. Ее нет почти. Ну, практически. Немножко, конечно, сделали потолок, багажник, капот, все. Музыка играет только лучше. А так, именно шумы наружнее и шумы, конечно, всего этого ебучего пластика. Скрипит абсолютно все. Но это не самое главное. Самое главное, всякие вибрации. Все это передается на руль, так как нет гидроусилителя руля. Плюс в этом в том, что вы чувствуете дорогу. Каждое покрытие вы ощущаете себя на руках. Вот. Вот можно проверить динамику. Прямая. Нет, третью. Короче, спидометр показывает неправильно. Но можно крутить. Едем примерно сколько? Где-то около сотки сейчас идем. Вот уже около 110. А спидометр уже 190 показывает. Но это ничего. Ну, максимум у нее можно сделать, я думаю, 160. Это край. Вот. Дальше начинается вот это. Скрепление, шумление и так далее. Но не так страшно ехать, как на классике, конечно. Но все равно опасно. Но, как бы так сказать, почему эти машины покупают? Почему эти машины покупают? Вся Россия есть на таких машинах. Потому что у них... Почему я купил эту машину, да? Это сейчас трудный такой вопрос. Во-первых, она простая. Во-вторых, их мало. Ты можешь выделиться. В-третьих, что? А в-третьих, у нее есть характер, можешь с ней разговаривать. Она может ломаться, ты можешь на нее ругаться. Она может тебя хорошо вести, ты можешь ее хвалить. И, короче, такая, как живая, короче. Если говорить про минусы, ну, минусы, тут, во-первых, электроника. Тут стоит блок предохранителей в очень уебском месте. Он стоит под капотом, вся вода, влага всякая, хренотень всегда там, в этом кармашке. И что-нибудь может не работать. Еще может отваливаться всякие дребедени, которые ты не думаешь, что они могут отвалиться. Например, недавно отвалился руль. Ну, как бы я его сам сломал, но он отвалился, скотина. Пришлось вот ставить такой руль, пешеходы, черт возьми. Вот. На трассе, блядь, пешеходы, только у нас такое может быть. Так вот. Что еще может быть? Тросик сцепления, это просто великолепное решение. Но, это, да, с одной стороны, это прикольно. То, что никаких тебе цилиндриков, сальников, всякой херни. Просто тросик, но он, блядь, может порваться в самый неподходящий момент, когда ты едешь вот в таком лесу. В-третьих, система охлаждения я говорил. Короче, что еще? Что еще можно сказать? Он может просто взять и рассыпаться неожиданно. Короче, поехал, он рассыпался. Может ездить и нихуя не сыпаться. Вот, например, под капот можно вообще не заглядывать, но это опасно. Потому что если ты не будешь следить за ней, то она тебе будет нахуй сыпаться друг за другом все подряд. Вот такие дела. Короче, скажем в итоге вот что. Короче, не знаю, понравилась вам моя машина или нет, но мне она нравится. И это точка жирная, вот такая жирная точка. С вами был Александр Бабков. Подписывайтесь на мой канал, ставьте вот лайки. И все, всем пока, до новых встреч.